Здравствуйте! Журнал «Свадебный Якутск» традиционно проводит конкурс для молодых семей «Пара года». Сегодня с нами присутствует 6 пар, которые участвуют в данном конкурсе. На протяжении месяца мы выводили их из зоны комфорта и предлагали пройти разные этапы. И сейчас мы познакомимся с каждым из них. Меня зовут Ирина. Меня зовут Дмитрий. Мы семья Бурдылевых. Уже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Я начну. В общем, познакомились мы достаточно нетривиально на работе. Но история эта знаменательна тем, что первый день знакомства я не помнила этого человека. То есть мы познакомились, мне было плохо, он мне помог, грубо говоря, это мой спаситель. Он мне помог, привез домой, все, и я забыла. Своих спасителей мы забыли. Вот. И потом уже впоследствии, также на работе, мы как бы и тесно и познакомились. Встретились глазами. Любовь со второго взгляда. Со второго взгляда, это точно. Первый был замутнен. Первый был пропущен. Да. Ну, меня зовут Анна. Меня зовут Александр. Ну, вообще, познакомились мы как? На самом деле, можно так сказать, нас свел мой двоюродный брат. Это мой лучший друг, получается. Да, они лучшие друзья. Да. Ну, мы давно познакомились, мне тогда было лет, наверное, 11 еще. Мы знаем друг друга 12 лет. Да, у меня тогда брат уходил в армию, и пришел с другом. Получается, так просто познакомились, как бы, и все. И через сколько лет? Лет 10. Ну, так общались, встречались где-то так. Меня зовут Анастасия. Меня зовут Антон. Мы знакомы еще со школьных времен, но нас свел в итоге танец. Я приняла решение участвовать в конкурсе, когда училась в университете, и предложила Антону, позвонила и предложила станцевать. Он согласился, и во время репетиции между нами проскользнула какая-то искра, потому что танец был такой довольно интимный. Страсть. Да, страсть была, эмоции. И после этого уже мы стали общаться, пошли в кино. И вот после первого свидания мы стали встречаться. Меня зовут Нюргун. Меня Мария. Мы познакомились в 2012 по молодежи. Да, я студенческого отряда был. Она в Союзе. С молодежной организацией «Союз молодежи». И рядом со мной одно свободное место было. Он подсел, и после этого разговорились, и все разные, в разные стороны. Потом началась дискотека. Я пригласил на танец. Медляк. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Меня зовут Татьяна. Ну, познакомиться было на самом деле непросто. Когда я его первый раз увидел, естественно, сразу влюбился. Ее очаровательные глаза. Вот, даже не знал, как познакомиться. Решил написать ей письмо. Самое настоящее причем. Мне действительно на работу пришло письмо. Да. Написал письмо. Вот, рассказал, как, о своих чувствах немного. И написал свой номер. Очень долго ждал предвкушения ответа. В итоге все-таки Татьяна ответила мне. Вот. Вообще до этого мы встретились, получается, в торговом центре. Встретились глазами и вот сидит. Этим все сказано. Ну вот, да. Я пришел к ней с цветком первый раз. Вот. Начали поближе общаться. И также продолжили свое общение по телефону. В итоге с Таней было что-то почему-то сложное. Меня зовут Ирина. Меня зовут Сергей. Нас познакомил WhatsApp. И шаурма. Такое необычное прямо. У нас было знакомство в группе через WhatsApp. Мы сидели в одной группе, общались. Я особо там не общался, но просто она написала, кто в моем районе, и кто может мне помочь, допустим, привезти. Это бред. А что? И он пришел, я была в халате, а я была в платье, причем очень дорогом, а он мне говорит, в халате. Показалось. Что теперь? Что
вам понравилось больше из пройденных этапов? Понравились все этапы, но хотелось бы отметить психологический тренинг, потому что много информации для себя подчеркнули, в плане как бы семейной именно. И, думаю, пригодится нам, наверное, когда-то. Для меня необычно было это скалолазание, тоже хотел, и всегда как бы знакомый звал. Потом психологически по-своему тоже интересен был. И художественный тоже очень понравилось, какое-то умиротворение, все интересно. Да что, вспомнил былое, старое как бы. Ваш образ на фотосессии? Образ. Кстати, Лешина. Мне кажется, он просто идеально подобрал. Может быть, не точно, прям по внешности, хотя многие говорят, что сходство есть. Но именно по ситуации, то, что они тоже долго не могли встретиться, там у них и национальная разница, и там вероисповедание и прочее, и там проблемы, и все такое, но они выстояли, и тем не менее они вместе. Очень было интересно перевоплощаться в героев фильмов. Тоже у нас впервые такая тематическая фотосессия была. Очень интересно, здорово. Почему именно Гэтсби? Вообще нам нравится этот фильм и история любви между ними. Такая драма, очень интересно и страстно одновременно, и драматично, и трагедия присутствует. В общем, здорово. Какие-то конкурсы у нас были впервые в жизни, это скалолазание, там, рисование совместное наше, тем более вслепую, чтобы там дорисовывать за кем-то, в принципе. Скалолазание тоже понравилось экстремально. Высоты не боитесь? Я боюсь. Тоже боитесь? Я боюсь, но экстремальные аттракционы люблю, но боюсь. Мама у меня, конечно, в Инстаграме не сидит, но сестра ей все так четко рассказывает. Мама там уже мне каждый раз звонит. Таня там сказала, ты на скалолазание лазила? Ты же высоты боишься? Ой-ой-ой, наверное, все тряслась. Я говорю, да, тряслась. Даже, по-моему, через камеру будет видно, как у меня там все тряслось. Этот страх просто, я не знаю, откуда он взялся. Просто я решила от него избавиться. Просто клин клином вышибаю. Не особо, но я думаю, что в этом направлении стоит работать. То есть на третий раз, когда мы уже лазили, уже было не настолько страшно, да, уже было легче. То есть ты уже знаешь эту стенку, что ты вроде как, если упадешь, тебя держат, ты начинаешь доверять людям. Но было жутко страшно, конечно. Почему я пошла первой? Потому что я знала, что если увижу, как все остальные лезут, то я уже не смогу. То есть я себя заставила. Как вы узнали о конкурсе? О конкурсе мы прочитали в журнале и решили, что примем участие еще до свадьбы. А после свадьбы мы благополучно забыли об этом, вспомнили уже в начале сентября, когда практически заканчивалось время для подачи заявки. Но мы успели, подали заявку, в общем-то. У нас был видеооператор Борис, который делал нам видео. Да, Он скинул мне WhatsApp как-то, не хочешь, говорит, поучаствовать в конкурсе? Там набирается, участники набираются пара года, кто зарегистрирован. Я говорю, давай, ладно, попробуем. Я вообще о конкурсе знала об этом давно. Из журналов, я сама приближена к конкурсам, потому что я участвую в разных конкурсах, я как дизайнер-модельер с коллекциями, поэтому я в этой сфере приближена к этому. А муж узнал от меня. Через Инстаграм? Вообще о конкурсе мы еще до свадьбы знали там. Круиз по Лене, да? На теплоходе. Большая прогулка это была летом, да. Да, мы слушали, и вообще еще... Но там не успели купить билет. Моя подруга мне сказала, что конкурс проводится, не хочешь ли ты поучаствовать?
Ну, я, естественно, захотела. Ну, не то чтобы потому, что, да, там вот победа, мы хотим первое место взять. Ну, это, естественно, конечно, может быть, и как мотивация присутствует, но на самом деле развитие. Мы в этом конкурсе развиваемся, это действительно так, и поэтому вот немножко отошла. Я Лёше предложила, он тоже меня, естественно, поддержал, и мы как-то вот вместе все-таки приняли решение. Без него я как бы не подавала заявку. О конкурсе узнала я. В ЗАГСе я взяла журнал, и дома мы начали его читать и заметили этот конкурс. А подача заявки была на Сергея, потому что я в этот момент была уже, в роддому, готовилась. И Сережа решил. Но вы свое отстояли. Молодцы. Была его цель, задача, он ее выполнял. Что вам больше всего понравилось из всех этапов, которые вы прошли? Какие-то самые ключевые моменты? Я не знаю, для меня, допустим, изобразительное искусство больше понравилось. В новинку. Да, в новинку. Я последний раз рисовал в школе, там, не знаю, в садике. Вот, а на скалолазание у меня не получилось, потому что я болел. И все конкурсы для меня хорошие. Фотосессия тоже нам понравилась. Вообще. Подготовка, наверное, да? Самое интересное было? Да. Ну и вообще на фотосессии. Образы, да. Все дружные, общение. Интересно. Для нас это впервые. И вот эти все конкурсы, и вот эти этапы действительно связывают даже больше. Для меня это искусство было, живопись. Что это было в новинку. Было интересно, когда я дорисовала картину, что нарисовала жена. И в конце мне результат очень понравился. Ой, они одинаково думают, сердца такие. Цвета были немного разные, но примерно, да, общая картинка мне тоже очень понравилась, на самом деле. Мне понравилось искусство. Что-то новенькое. В общем, мы не далеки от искусства, художества, от рисования вообще. И за кисточкой мы вчера впервые еще и вдвоем. Совсем необычное. Нам понравилось. И планируем летом. На природе. Продолжить. Да. Вчера уже, оказывается, так можно. Интересно. И там уже совсем другие рисунки, наверное, уже будут. Декабря в торговых рядах «Кружало» в 7:30 вечера мы узнаем, кто станет победителем и представит наш город на всероссийском конкурсе в городе Москва. С вами была Ирина Камионка, организатор конкурса «Пара года 2016». Свадебный Якутск желает всем парам удачи!